Германии. Мы связались с Игорем Эйдманом, известным публицистом, который живет в городе Берлин. Игорь, у тебя немного времени, прошу тебя за 2 минуты рассказать твои впечатления об этой женщине, с которой нам придется, видимо, всем иметь дело, и украинцам в том числе. Ну, я не вижу большой разницы между этой замечательной женщиной и другой замечательной женщиной Ангелой Меркель. Конечно, она католичка. Меркель была из протестантской среды, она более консервативна, она более правая, она довольно жестко относится к нынешнему руководству России. Она несколько раз уже сделала довольно жесткие заявления по поводу политики Украины, России против Украины, по поводу путинской агрессии, по поводу последнего инцидента в Керченском проливе. Это дает некие шансы на то, что все-таки, несмотря на то, что очевидно она будет следовать в фарватере Меркель, тем не менее есть некие шансы, что политика Германии относительно путинского руководства ужесточится, отношение Украины, наоборот, будет более гибкой и более лояльной. Посмотрим. Пока оценивать все очень трудно, но будем надеяться на лучшее. Ну, то есть, по крайней мере, мягче, чем Меркель, она не будет. Да, этого нет, абсолютно. То есть она никак не задействована, никак не замечена в каких-то интригах с Кремлем, в каких-то там совместных проектах и так далее, как многие политики, даже и в ХДС. В этом ее уличить совершенно невозможно. Так что будем надеяться на лучшее. Спасибо.